Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Зимовка – это сложный и ответственный период для тружеников сельского хозяйства. Главная задача этого периода – обеспечить сохранность полученного приплода, не допустить снижения поголовья. От этого зависит дальнейшая эффективность работы сельхозпредприятий. Как проходит важный этап – подготовка к зимовке скота и лошадей, мы поговорим с нашим гостем в студии Николаем Петимко, руководителем Департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, готовы ли аграрии республики к зимовке? Перед тем, как перейти к основной теме, хочется поздравить всех причастных, телезрителей, которые сегодня присутствуют, с прошедшим 8 октября Днем сельского хозяйства. Что примечательно, в этот же день отметил свой юбилей Герой труда Владимир Фиканович Михайлов. Как говорится, случайности не случайны. Конечно, да. Говоря о подготовке к зимовке, в этом году с достаточно спокойным сердцем мы подходим к этому делу. Если остановиться на показателях, то на сегодня у нас в республике содержится 219 тысяч голов крупного рогатого скота. Конечно, надо признать, это несколько меньше, практически на 8%, чем в прошлом году. В том числе 76 тысяч голов коров, на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Отел коров составил 58 тысяч. Всего отелилось 76 с небольшим процента поголовья коров. Численность поголовья лошадей 240 тысяч. В части коневодства здесь мы отмечаемся даже небольшим приростом по отношению к прошлому году. Понятно, что показатели в скотоводстве складываются не из одного года. Здесь мы видим влияние тех тяжелых двух предыдущих зимовок прошлого и позапрошлого года, поэтому я думаю, постепенно, с учетом того, что в этом году кормозаготовительная кампания у нас прошла неплохо, мы эти показатели восстановим. А в целом, как сейчас обстоят дела с животноводством у нас в республике? В целом с животноводством, основные цифры я в принципе озвучил. Если брать в целом, например, статистические показатели, то по крупному рогатому скоту и коровам я уже обозначил, есть небольшое сокращение. Поголовье лошадей у нас держится на уровне прошлого года. Поголовье птицы у нас держится на уровне. Поголовье свиней 18 909. Тут сокращение есть, но можно пояснить тем, что сейчас и Мархинский, и Хатасский свинокомплексы начали проекты по реконструкции, поэтому это для них естественный процесс. За счет проведенных мероприятий мы все нагоним. По мясу подводить итоги рано. Производство яйца составило на 1 сентября 114 миллионов штук. Это за счет тех мероприятий, которые были проведены, в том числе на якутской птицефабрике по техническому переоружению. Кто следит за новостями, знает, что мы открыли целый ряд объектов. Это 112% к прошлому году. И радуют показатели по валовому надою молока. На 1 сентября это 107 тысяч тонн. 101% к аналогичному периоду прошлого года, так что какую-то положительную тенденцию видим и хочется надеяться, что она сохранится до конца года. Да, действительно, показатели более чем хорошие. Вы уже отметили, что и кормозаготовительная кампания в этом году прошла на довольно-таки высоком уровне. Достаточно ли корма заготовлено в этом году? На сегодня по оперативным данным надо сказать, что в некоторых улусах все-таки кормозаготовка не завершена и продолжается. Заготовлено сегодня 462 тысячи тонн только сена. Это уже больше 100% от плана. Надо сказать, что план, установленный в этом году, был выше факта прошлого года, что неоднозначно, конечно, некоторые коллеги приняли, но резервы все были мобилизованы. Кроме этого, важно, что и по силосу, и по сенажу. По силосу заложено 28 тысяч тонн, по сенажу 13, практически 14 тысяч тонн. Это тоже больше плановых показателей. И что немаловажно, все мы знаем, что пару лет назад глава республики определил курс на то, что мы должны отойти от практики завоза кормов из других регионов. Почему? Потому что есть риск завоза всяческих заболеваний достаточно серьезных. И, во-вторых, это очень дорого. В этом году ставка была сделана на мобильные бригады. И мобильные бригады сделали очень большой вклад за счет только них. За счет того, что мы изыскали резервы на отдаленных участках, было заготовлено более 30 тысяч тонн сена. То есть в эту зимовку мы вступаем с теми
показателями по обеспеченности кормам, которые планировали и даже с небольшим резервом. Соответственно, в этом году благодаря мобильным бригадам уже удалось полностью отказаться от завозного корма. Не только полностью отказаться от завозного корма. Нет, я не говорю о комбикормах. Комбикорма традиционно будут заводиться, но те корма, которые не проходят термическую обработку, они будут полностью свои. И главное, что в республике мы сами себе доказали, что резервы есть, и если ими правильно пользоваться, все будет по плану. Да, действительно, следовало только испытать это на практике. Скажите, Николай Николаевич, а вот есть ли сейчас какие-то проблемы в животноводческой отрасли, которые встают особенно остро? Ну, проблемы в животноводческой отрасли, я бы даже сказал, в общем, в целом в сельском хозяйстве, они типичны для всех отраслей. Ну, люблю цитировать Карла Маркса. Есть три фактора производства: земля, трудовые ресурсы и капитал. В части земли, если в предыдущие годы, по моему убеждению, вопросу земли уделялось недостаточное внимание, то с прошлого года существенно развита программа кормопроизводства. Благодаря этому кратно увеличилось количество техники, поставленной в районы, в том числе было введено разрешение, то, чтобы те же трактора МТЗ-82 наши незаменимые могли приобретаться по этой программе. Уделено достаточно большое внимание вопросам мелиорации. Около 15 единиц тяжелой техники приобретено, и сейчас, я думаю, со следующего года начнет работать на местах. Ну, в принципе, по земле все. Ну вот первые результаты мы уже видим. Программа кормопроизводства, люди получили свежую современную технику, и это отразилось на темпах кормозаготовительной кампании. А по мелиорации итоги, как правило, они чуть-чуть с задержкой приходят, но я думаю, их мы тоже увидим. Вторая проблема все-таки кадры. Все мы знаем, что в сельском хозяйстве эта проблема сформировалась достаточно давно. И здесь, как Артем Александрович при вступлении в должность министра сельского хозяйства и продовольственной политики отметил, важно продолжать работу по интеграции с образовательными учреждениями. Ну и, возможно, или вспоминать, или, как говорится, создавать что-то новое, или оглядываться в прошлое. К примеру, в 2008 году в свое время была объявлена программа «Менеджер», в рамках которой она работала, по-моему, целый ряд лет, и все руководители, ну, наверное, большая половина управления сельского хозяйства и сельхозкооперативов, которых я сегодня знаю, в свое время через эту программу прошли. Ну и, может быть, целесообразно изучить опыт программ, которые осуществляются по линии Министерства здравоохранения, Министерства образования. Опыт у них давний. Я не говорю, что это будет какое-то слепое копирование, но какие-то позитивные моменты, возможно, можно будет позаимствовать. Вот, если говорить о заимствовании, если говорить о каких-то личных инициативах, может быть, сейчас есть у нас в республике передовые методы развития животноводства? Вот, здесь мы подходим к третьему фактору производства — капитал. Как вы знаете, в этом году у нас бюджет достаточно сильно вырос, 14 миллиардов. И здесь важно правильно задать вектор применения этих средств. Арсений Сергеевич в одном из своих выступлений уже упомянул, что одним из основных направлений развития сельского хозяйства должно быть дальнейшее техническое перевооружение. Сейчас, например, разрабатывается целый ряд проектов. Это проект нового животноводческого комплекса, автоматизированного в Мегино-Кангаласском улусе. Разрабатывают и реализуют, как я уже упомянул, свои проекты по реконструкции крупные свиноводческие предприятия. Есть проекты по техническому перевооружению в действующих птицефабриках. К слову, якутская птицефабрика уже свой цикл практически завершает. Ну, а говоря о том, что мы увидим в ближайшем будущем, государственное бюджетное учреждение Саха-Агроплем буквально в первых числах ноября презентует после реконструкции обновленный банк семени и обновленную азот-кислород-добывающую станцию. На это мероприятие мы ожидаем множество гостей из других регионов, возможно, и руководство федерального министерства. Ну и если уж вспомнили ГБУ РСЯ Саха-Агроплем, то сегодня это учреждение обладает уникальным лабораторным комплексом, аналогов которому по всей Российской Федерации практически единицы.
А вот в этом направлении, в принципе, и будем двигаться дальше. Николай Николаевич, ну, зимовка – это процесс непростой, особенно, наверное, складываются условия в арктической зоне республики. Вот как там обстоят дела? Ну, если брать саму кормозаготовительную кампанию, то она в целом по республике прошла хорошо. Говоря об Арктике, все мы знаем, что достаточно сложное лето выдалось, например, в Аймяконском улусе. И я понимаю, что Аймяконский улус волшебным образом не относится к арктической группе, но тем не менее. В этом плане сейчас работа ведется, мы подсчитываем объем необходимых кормов, которые нужно будет поставить за счет тех резервов, которые сформировались в ходе кормозаготовительной кампании. Ну и вообще сама Арктика, сейчас в Министерстве по поручению главы ведется разработка концепции развития Арктики, которая вот красной линией должна будет проходить через последующие, наверное, лет 5. Есть поручение по дифференциации некоторых мер государственной поддержки, потому что понятно, что те затраты, которые мы несем здесь, в центральной России, в центральных улусах республики, если переложить их на условия Арктики, они существенно больше. И еще один вопрос. В указе главы республики о стратегических направлениях развития сельского хозяйства определены приоритетные задачи до 2024 года. Какая работа уже проделана и справились ли с поставленными задачами? Ну, тут говорить надо прямо. Конечно, средства были вложены достаточно большие. Прирост по определенным показателям есть, но он пока, скажем так, было больше вложено ресурсов, чем получено результатов. Но если останавливаться на конкретных показателях, то по итогам 2022 года ключевые показатели ведь у нас были объем самообеспеченности местными продуктами, то по мясу объем самообеспеченности вырос с 25 до 27%, по яйцу с 54 до 62%, обеспеченность молоком у нас остается на уровне 54-55%, по картофелю 61%. До тех задач, которые были установлены указом, к сожалению, по некоторым позициям мы все еще не дошли, но прогресс все-таки, надо сказать, есть. Работа была проведена большая, все вы знаете, что были введены новые механизмы финансирования поддержки сельского хозяйства, пересмотрены ключевые ставки субсидирования как на поголовье лошадей, оленей, введена ставка на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах. Пересмотрена ставка государственной поддержки на заготовку молока до 60 рублей. Большое внимание уделялось и строительству производственных помещений. Так, к примеру, построено за этот период 24 летние фермы, 17 животноводческих комплексов. И, само собой, табунное коневодство не осталось без внимания. Этот указ сейчас будет, он ведь до 2024 года, 2024 год у нас практически на носу, и указ будет переформатирован, уже готовится новая редакция указа о производстве местной продукции. Будем надеяться, что зимовка этого года и также задачи, которые поставлены до 2024 года, будут выполнены в полном объеме. Все пройдет хорошо. Николай Николаевич, благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли для нас время и ответили на волнующий вопрос. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.